Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» стал человек-легенда Гельды Керизов. Он известен как спаситель породы ахалтыкинских туркменских коней, на одном из которых маршал Жуков принимал парад победы. Он признанный всем миром кинолог, разводчик алабаев, среднеазиатских волкодавов. Он прямой потомок туркменских государей, бывший министр Туркменистана, сын профессора философии, которому нынешний глава Туркмении сдавал когда-то экзамены. А еще Гельды Керизов едва ли не единственный политзаключенный современной Туркмении, который сумел выбраться из жерновов репрессий живым. Он успел посидеть и при первом туркменбаши Сапармурате Ниязове, посадившем его, и при втором Аркадаге Гурбангулы Бердым-Мухамедове, не выпустившем его. Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира – Авадан-ДП. И, пожалуй, он действительно единственный за последнее время диссидент, кому удалось вырваться из Туркмении на свободу. За это ему пришлось пережить серию нападений в Ашхабаде и даже одно уже здесь, в Москве. Репрессиям подвергся не только он, но и вся его семья, дочери, супруга, родственники, часть из которых до сих пор находится в Ашхабаде. Это интервью смелый поступок гордого человека, который пережил столько, сколько не каждому выпадало в самые кровавые сталинские годы. Слова Гельды Керизова дополняются воспоминаниями его супруги Юлии Серебряник, которая рассказывает о жизни и переживаниях жены политзаключенного. Они вместе представляют нам картину современного Туркменистана, его тотальной системы страха, личности президента, построенных ими дворцах и страшных тюрьмах. Вот вы, как человек, который только что оттуда приехал, не могли бы вы рассказать вообще, что внутри Туркмении, каково настроение населения? Ну, настроение населения, конечно, уже оно недовольное, частично озлобленное. Иногда вывешивают вот на этих мостах, там вот вывешивают плакаты. У него же есть такой лозунг, что «вся моя забота будет только мой народ». А они вывешивают «вся моя забота будут только мои племянники». Вот. Или это связано с тем, что вот ломали дома. Вот сейчас вот эта вот подготовка вот к этому 2017 году, Азиада, так, идет огромное строительство. Вот. Но я должен сказать, что само строительство, надо честно сказать, все равно, конечно, есть и положительная сторона. Улицы широкие, очень хорошие мосты, освещенность. Ну, так просто это неправильно. Вот сидеть и хаять, это тоже неправильно. Есть хорошая сторона. Но в любом случае под это дело сносить, скажем, какой-то жилой поселок из-за того, что прилетающие на самолете могут увидеть эту деревню где-то, она... Там же ведь не собирается ничего. Село Чоганлы, где 5000 домов снесено. Конечно. То есть там кто будет там? Там же никого не будет. Ему же даны компенсации какие-то? Или что? Не знаю никаких компенсациях. Я знаю, что там очень много людей, которые страдают, что там вот эти вот... Вы представьте себе, для того, чтобы построить дом, нужно ну минимум $1050, так? Люди отдают за 1500–2000 долларов свой дом для того, чтобы наши ребята из Ташауской области, или из Марийской, сами все сломали и все забрали, как вот стройматериалы. Вот это вот дом. Кто успевает? Шифер, кирпич там и так далее. А в Ашхабаде вот простые жители что-нибудь знают о том, что происходит на туркмено-афганской границе? Никто. Вы представляете? Никто. Я сам вот здесь вот узнал. То есть в Туркмении никто не знает о том, абсолютно, что приходят цинковые гробы, запаянные с убитыми солдатами, и возвращаются... Нет. Все вот единичные случаи, так, и вот если у вас есть знакомые там вот на границе с Кушкой, вот тогда вы можете узнать. А так никто. Никто. А что вы хотите? Вот умер вице-премьер Дёркуляй Дагдеев. Я узнал случайно. Я стоял там, так, и увидел, что там раз и понесли что-то. Все. А потом уже через месяц, ты знаешь, говорит, кто это был? Все. Все молчат. А потому что система тотального страха, она гарантирует повиновение. Потому что по-другому руководить не могут. А посмотрите, сколько в тюрьмах сидят. Это зачем нужно? Раз сидит в тюрьме, вы его не увидите, и никто его не увидит. И что там с ним делает ДПНК,
что с ним там делает опер, или как его раскручивает накрытый режим, вы никогда это не увидите. В 1956 году Никита Сергеевич Хрущев издал указ о сдаче лошадей на мясо. Вот тогда я впервые услышал о том, что лошадей сдают на мясо. Я впервые услышал. Но несмотря на то, что ахалтекинская лошадь и малочисленная, и в то же время самая ценная порода лошадей в мире, так, наш конзавод, он тогда был, я сейчас точно не припомню, по-моему, номер 57 или Махтумкули, имени Махтумкули. Вот там тоже уходили. И вот тогда было, на слуху была такая информация, которую... Мой отец был молодой, к нему приходили такие же молодые, они коммунисты, после войны они такие воодушевленные. И вот когда в 1956 году вышел этот указ, вот тогда вот они как-то сникли, и как-то вот появились признаки уныния, потому что сдают лошадей на мясо. Я понимал, что я не смогу работать конюхом, не смогу работать тренером. Но держать лошадь, любить ее, вот холить у себя дома, у меня была мечта такая. А это было запрещено. Существовал устав сельхозартели от 1935 года, который запрещал туркмену держать лошадь на частном подворье. То есть это можно было в других каких-то республиках, например, Казахстан, там, а вот туркмен нет. А известно почему? Ну, когда у бывшего директора конзавода спросили, он сказал, что вот туркмен, у кого была лошадь, они уходили в басмачи. Зная и уже вникнув во все это, я изучил и саму породу. И когда мне сказали, что опять сдают лошадей на мясо, это меня, конечно, и возмутило. И потом я уже по возрасту был, где-то мне было третий десяток лет, где-то 27-28 лет. Я думал, ну как это так? Ну зачем это? Ну если не хотят, предположим, ну почему? Что тут такого-то? Ну, если люди, это народ, который создал это, ну как же нельзя ему... Что же интересно, вот люди забывали уже. Я стал заниматься этим. Я собрал статистические данные, я до этого работал в статуправлении, я знал, как изложить всю эту ситуацию, но, скажем, правильно, чтобы это было доступно. Я стал писать в Министерство сельского хозяйства, я стал писать в кабинет министров Туркменистана, я стал обращаться к руководству этого конзавода Ниязова. Он только испугался. Я говорю, послушайте, вот у вас есть лошади. Ну, давайте. Да что ты, говорит, Гильды, говорит. У нас же, говорит, даже не колхоз. У нас совхоз. Советское хозяйство. Мне голову снесут. А может быть, действительно такая ситуация была, потому что всем, в принципе, занимались коммунисты. Это партия, правительство определяло все. Но независимо от этого, она же ведь пропустила ситуацию, когда это связано с ментальностью народа, потому что лошадь для туркмен – государствообразующая отрасль. Она не существует просто так. Туркмены и все их предки были известны тем, что у них были герои, а герои без этих лошадей не были. И вот эта ситуация, она, так сказать, вот этой вот коммунистической заскорузлостью, несмотря на их педантичность, была упущена. И когда я стал понимать, на меня стали смотреть немножко по-другому. Я видел массу людей, которые мне говорили, да, правильно говоришь, по плечу меня хлопали. Молодец, Гильды, вот ты правильным делом занял. Но я не видел, немного людей, желающих было сказать об этом. Я могу сказать много. Похлопывали по плечу, но делами не поддерживали. Да, вот даже вот у нас сейчас президент есть, Бердымухамедов, он был тогда же ведь аспирантом у Марата Качаковича Дурдуниязова. Это у нас стоматолог был такой. То есть он был в курсе этого, но его я не видел рядом с нами. То есть Дурдуниязов был, а его не было. Он появился сейчас. Я рад, что он занимается лошадьми. Это очень хорошо. Кстати, я ему подсказал, когда я работал министром, а он медицины завел, я ему сказал, слушай, надо приобщить руководство. Но надо, чтобы вернулась лошадь, чтобы руководители не думали только о мерседесах, но надо же, чтобы они поняли, что это за порода, как она связана с историей, с ментальностью народа. Это должно вернуться на круги своя.
А потом я понял, что все равно, если не будет трибуны достаточно высокого уровня, донести эту информацию невозможно. Слушать меня не хотели. Когда я говорил в Минсельхозе, был такой Ерофеев, так? Но он меня просто как врага, я слушаю, говорю, зачем вы так делаете? Ну это же никуда не уходит, в стране остается. Ну дайте людям держать, что же вы делаете? Мы организовали конный пробег Ашхабад, Геркес, Ашхабад. Так, это где-то, значит, ну, может быть, 250 километров в одну и 250 в другую. Да, это 500 километров. Вот, это было, когда, значит, наш классик Махтум Кули, вот к его дню рождения мы это приобщили. Вот. И вот мы прошли этот пробег, и там где-то вот в журналах каком-то английском, здесь где-то в журнале это просветилось. Красиво стартовал конный пробег Ашхабад, Куня-Ургенч, Ашхабад. Эти 11 были не профессионалы, а просто энтузиасты. Экономист, научный сотрудник, учитель, комсомольский работник. Но мало кто знал, какие трудности стояли перед организаторами пробега. И что многие из них пошли на это с тяжелой душой. А Ниязова только назначили секретарем ЦК. Он с Москвы только пришел. Его только назначили. Мы проходим этот пробег Ашхабад, Куня-Ургенч, Ашхабад. И я там говорю о том, что сдают лошадей на мясо, и люди могли бы держать. Так? И одна фраза, может, получилась слишком резкой, что я не ворую, воровать никому не позволю. Вот. А те, кто хотят это сделать, значит, я буду бороться с ними. И я буду бороться до конца. Видимо, это был такой вызов, потому что в последующем мне этой фразы не простили просто. Как же так? Во всем Союзе коня разрешается держать, а туркмен на своем дворе, вырастивший такую лошадь, не имеет на это права. Гильды Керизов, душа и организатор пробега, ученик Марии Даниловны Черкезовой. Он тоже выкупил с бойни лошадь. В свое время она была вычеркнута из списков племенных кобыл и сдана на мясо. Гильды спас ее. Но Гильды обвиняют в самом страшном человеческом пороке – воровстве. Спас он и этого же ребенка, который мог бы и не родиться. Лошадей я не ворую, воровать никому не позволю. Лошадей, которых сдают на мясо, я стараюсь спасти от смерти. И насколько хватает моих сил, моей просто человеческой совести, моей просто национальной гордости, я не позволю этого делать. Я буду бороться до конца. Тут же Кулешов, значит, редактор в Туркменистане газеты «Известия», издает статью, выпускает «Забытые скакуны». Так, этот фильм прошел по всем республикам и еще где-то за рубежом и стал лауреатом фестивалей. Тут и Грачев подключился тоже, газета «Правда». И, в общем, это резонанс был. Видимо, поступил звонок от Горбачева. Потому что Ниязов вызвал Могилевца и сказал: ты что там делаешь? А что такое Госагропром в то время? Это сельское хозяйство, ну и все силовые структуры тоже там. Вот они, значит, вызывают меня. Потом там есть Гельдан Налиев, который вот держал то, что... Потом Язбердоджиев из Мары Чкалова. И ветеран Атабешеров. И на нас возбуждают уголовное дело по статье за нарушение устава сельхозартели от 1935 года. То есть за то, что лично держали в хозяйстве коней. Да. И они вот, значит, крутят нас. Но, естественно, когда уже такая волна поднялась,
эта информация заново просочилась, и пошли новые статьи. Тут, я сейчас не помню ее фамилии, «Верните оседланный ветер» там и так далее. И пошли эти статьи, видимо, из Москвы идет повторный звонок. И тогда, значит, дается новое указание в Госагропром. Они тут же издают указ в ЦК Туркменистана о запрете сдачи лошадей на мясо и разрешении содержания на частном подворье. И это был год? Это был 86-й год, еще нигде ничего не было слышно. Это было летом 86-го года. Еще везде в Советском Союзе было тихо. И с тех пор, конечно, Сапаратович, он на меня смотрел очень внимательно. Он очень осторожно относился ко мне. Вот. Во всяком случае, он явно, что он ждал чего-то. Хотя я, честно говоря, у меня никаких плохих намерений не было. И все, с 86-го года сдача ахалтекинских лошадей на мясо была прекращена. С 78 по 84 год с коннозавода Ниязова ушло 84 головы элитных кобыл. И сейчас нет таких кобыл. Даже если вы каждый год выпускаете книгу о том, что вот какой вы профессионал, вы не убедите настоящих профессионалов. Это намек на нынешнего президента? Это не намек, это я откровенно говорю, потому что, ну что такое, это же компиляция самонастоящая, это же плагиат, ну это любому человеку, образованному человеку это понятно. Вот в любом случае, тогда Ниязов, чем отличается Ниязов от нынешнего президента? Он немножко знал свою меру. Он тоже, это же люди, которые страдают, я не знаю, откуда берется такой нарциссизм. Это просто непонятно, как можно так? Ну, да, даже если допустить, все остальные намного хуже понимают вещи, вот, ну, это же абсолютно показушные вещи. Как так можно? Как можно строить из себя героя, везде скакать, а когда едет куда-то в аэропорт, полгорода закрывают? Так можно, да? Это что, геройство? И когда ему поют, что он такой весь герой, гахраман, это что? Он что, действительно верит, что он такой герой? Но сейчас же новое звание Аркадак. Не, Аркадак, вы знаете, это само название, предположим, оно не столь амбициозно. Да? Аркадак, за спиной гора, Аркадак. Он мог себя так назвать. Или даже Ниязов, когда называл себя Туркменбаши, это не столь. Но слово гахраман, гахраман, это герой. Кто гахраман? Герои – это те люди, которые ради народа положили голову где-то. Либо если выжили, то там оставили свою кровь. Это каждый вот такой вот гахраман. И что, каждый, кто садится на лошадь, это что, кёроглы? Ну, это же понятно. Но дело в том, что кто на что решается. Мы-то знакомы с ним. Это же человек, который... Мы примерно в одинаковое время стали руководителями. Я где-то на месяц, может быть, раньше. Вы сейчас не жалеете о том, что знакомы с ним? Абсолютно не жалею. Я лучше мир узнал. Вот мы с ним контактировали, у нас были прекрасные отношения, вы знаете? Вот он, например, Юлю на работу помогал устроить, ее мать. Я от него, в принципе, никогда не ждал такого. Но он начал свое правление с того, что сломал мою конюшню. Мой дом сломал. Я мог подозревать кого угодно, но не его. Но в чем причина такой? Я даже не пойму, но после наших совместных контактов я, например, стоматологом не захотел стать. А он стал главным коневодом. Но спасти породу было мало. С одной стороны, ей уже не грозила опасность попасть на мясо, но с другой появилась опасность повальной метизации. Порода переставала быть чистокровной. А ведь ахалтекинец предок всех коней, его буланая благородная масть выделяется ото всех пород на земле. И вновь тогда пригодился Гильдык Эризов, который единственный мог спасти ахалтекинскую породу и Туркменистан от позора. Тогда-то его и позвал в директора Туркменат-Лары, гособъединения
туркменские кони Сапармурат Ниязов. И должность эта была равна должности министра. Впрочем, уже вскоре Гельды Керизова заставят пытками признаться перед камерами, что он украл с собственных же коней. И начнется долгий 6-летний срок отбытия наказания за якобы преступление. Ниязов это был человек очень осторожный. Многие считали его, что вот он такой весь, вот, значит, вот, ну, он недалекий, а это был такой партиец. Он прошел такую школу, потом он же сирота. Вот ко мне приезжала Юля в тюрьму. Это было в 2003 или 2004 году. 2004 или 2005 год. Это еще было до того, как вас перевели в Вадан-ДП? До этого, потому что УДО мне не дают. Она приехала на свидание, и вот она пишет, и все, стараемся. Она говорит, слушай, говорит, ну когда это кончится? Я говорю, пока этот не сдохнет, извиняюсь, пока не умрет, меня не отпустят, говорю. Она говорит, а как ты думаешь, говорит, кто, говорит, будет следующим? Я за 2,5 года безошибочно назвал, кто будет. Вот клянусь хлебом вам говорю. Безошибочно я знал, кого он поставит. Я просто тогда не знал, что у него есть определенная родственная связь. Если бы я знал бы это, тогда бы я ожидал бы что угодно. Потому что буквально перед тем, как меня посадить, в 2001 году он мне поручил проведение конференции, научной конференции по коневодству совместно с масоном Вадимом Михайловичем. Так? И все эти материалы потом руководить, я-то относился к сельскохозяйственному блоку, а руководить конференцией поручили вице-премьеру Бердымухамедову. Ну, у него, может быть, там здравоохранение, может, культура, но, в принципе, я особенно не удивился. Ну, думаю, значит, там так и надо. Уже потом, уже сегодняшним днем я понимаю, что, в принципе, все это была определенная подготовка, вот это вот информационная. То есть все вот эти вот тезисы, записи, все это же там осталось. Возможно, в некоторой форме, это сейчас выходит в форме книг там и так далее, ежегодных. Ниязов, когда ему сделали операцию на сердце, буквально перед этим приехали, значит, по системе ТАСИС, они проверяли коневодство. И они написали по факту, что даже нет, значит, компьютеризации, что там племенной книги не ведется, что племенной учет запущен, идет массовая метизация и так далее. Поэтому, когда ему подали мои документы, я же ведь, он, значит, еще в Германии, и был такой у нас господин Додонов, он вот сельскохозяйственный блок он вел. Он меня пригласил, прочитал все мои статьи, которые... А я писал, тогда было намного более открыто и смелее. Я говорил, я пытался просто донести информацию, что вот, ну, есть такие проблемы, их можно решать. Мне и не нужно было, я бы и не полез бы туда. Вот. Но уже в 1994 году здесь, в Дубне, меня избрали президентом Международной ассоциации Ахалтекинского коннозаводства. Вот. И в 1997 потом переизбрали. Но когда, значит, Додонов передал эту информацию Ниязову, возможно, он, так сказать, из чувства любви и благодарности, значит, к нашим животным, к нашей культуре, так, может поэтому, а может потому, что просто понял, что он был на пороге жизни и смерти, и надо сделать что-то, он почему-то решил меня назначить руководителем. Естественно, я все это сразу привел в порядок. Мне понадобилось не больше полугода. Я сразу убрал все это метизированное поголовье. Я пригласил отсюда из России, значит, Татьяну Николаевну Рябову. Мы сразу восстановили племенной учет. Я разделил все поголовье на чистокровных и поместных, отдельные скачки, и все, и вопрос был решен. В любом случае, как только меня снял он, и, значит, попытались возбудить уголовное дело по краже лошадей, тут Международная ассоциация встала и сказала, назовите номер по государственной племенной книге, назовите клички лошадей, назовите отца, мать, какую лошадь украл, куда вы, а это невозможно.
Потому что любой ипподром должен зарегистрировать племенное свидетельство. Любое племенное свидетельство должно быть подтверждено анализами ДНК-тестов сейчас, а тогда был полиморфизм белков. Все это должно быть. И сразу это дело у КГБ заглохло. Вот. Ну, они заставили говорить, они же посадили... Вас же там еще обвинили в растрате и госимуществе. Ой, боже мой, это вообще отдельно. Да-да, конечно. И воровство, там было вот это вот утюг, там тарелки хозяйственные, там флаги, и, значит, одни весы электрические, а другие электронные. Вот они были на 43 миллиона, а все остальное. Все это нашли, вернули, и у меня конфисковали лошадей. Конфисковали лошадей, и заставили заплатить эти 53 миллиона, якобы вот за эти все дела. Потом вернули эти деньги, и лошадей вернули. Значит, все равно осудили за халатность и превышение должностных полномочий. В чем состояла халатность, если вы восстановили породу? Нет, ну... Там же ведь этот Эрниязов такой был судья, он даже не знал, куда деваться. Потому что со всего мира шли письма. Конечно, если бы не семья, они бы именно как сказали, так бы меня и посадили. Тут, конечно, и супруга моя, и вся семья, они тут же разослали по всему миру. Так вот эти вот письма, все эти международные ассоциации подключились, и они сами лично занимались, искали и эти тарелки, и эти флаги. Но это просто позорное было обвинение. Но в конце концов отказаться от того, чтобы посадить меня, он не мог. Я теперь вот грешным делом думаю, что он допускал, что я могу поднять коневодов. Вот вы помните киргизский сценарий? Возможно, он такой, потому что он проверял меня, он мне дал провести 2000 всадников в один год, когда открывался дворец Рухиет. Я прекрасно с этим справился. Я нашел место возле города, там вода и все защита. Потом 1000 всадников. В любом случае, видимо, как-то вот так вот все это воспринималось. Хотя у меня нигде мысли не было. Я занимался своим делом. Я оказался в тюрьме, и, значит, там же ведь он меня посадил через 2 дня, причем это было без санкций прокурора. Так? И потом он тут же через 2 дня издает указ, что руководителей раньше, чем через 5 лет, нельзя, так сказать, амнистировать. Чтобы вас по УДО не отпустили. Ну, я не знаю, может, по УДО, УДО-то отдельно, амнистия это у него отдельный акт, так? И вот меня посадили, значит, я год с лишним был в этом, на больничке, потому что я перенес инфаркт и левосторонний порез. Вот. А потом, вот тут, когда уже, значит, они здесь с ноябристами закрутили, это был ужас, и тут уже меня гонят туда, в зону. Полгода провел Гильды Керизов и в самой закрытой тюрьме Центральной Азии Авадан-ДП. Переводится название этого учреждения довольно поэтично и, несомненно, издевательски – живописный холм. Построена зона посреди песков Каракумов специально для опасных режиму Сапармурата Ниязова, а теперь благополучно используется его преемником Гурбангулы Бердым Мухамедовым. 3 кольца охраны, отдаленность от селений, смертельная жара днем и пронизывающий холод по ночам, расстрел при любом неповиновении делают побег из этого лагеря невозможным. По свидетельству, президент новоназначенных чиновников отправляет на экскурсию в Авадан-ДП, чтобы у них даже мысли не возникало изменить патрону. Норма питания в день чуть более 150 граммов черного хлеба, миска вареной пшеницы и 5 картофелин на камеру. Умершие в тюрьме не выдаются родне, их могилы неизвестны. Политические заключенные обязаны забыть имена и откликаться только на номер, пришитый к униформе. А уже в 2006 году, когда фактически 5 лет прошло и проходит, то есть я должен быть амнистирован, вместо этого приходят мешок на голову и Авадан-ДП. Ну, 1 ночь продержали вот там в Абдушукуре, так, вот в расстрельную камеру завели, там 1,5 на 1,5. Но я почему-то надеялся, думал, может быть, он хочет там погрозить пальчиком, а потом отпустить. Я думал, уже 5 лет, так мысленно читаешь, это, наверное, и спасло, можно было бы, наверное, сильнее испугаться.
Вот, и это, думаю, ну, наверное, привезет, там отругает. Я же не знал, что он такой больной и дряхлый. Вот. Потом привезли сюда к ипподрому в Ашхабаде, а там уже ждет замначальник Дина, да, Иса Мусаев. Он показал, куда там вот Интербудмонтаж под мостом делал какие-то работы, там забор. Туда завезли, там, смотрю, этот спецназ стоит, руки за спину и мешок на голову. И уже когда поехали по мосту, я понял, что в Авадан-ДП везут, я сразу догадался. Я думаю, ну, может быть, тогда оттуда или еще как-то вот так вот. То есть плохого, в принципе, особенно не думал. Уже когда я там провел 2 месяца, и когда уже помиловка уже прошла, я понял, что никто помиловать не будет. Вот. Ильдык Иванович, расскажите, что это вообще за тюрьма закрытого типа? Много о ней говорят, но информации нет. Что это? Ну, вот я был на больничке, так, в Мургабе. Ну, там везде вот ворота стоят, часовые там и так далее, все как положено. И там я был в этом Шагале, Сейди, так, общий режим. Ну, обычно там стоят постовые, ворота, на нем проволока, как обычно, так. А здесь я видеть не мог, потому что меня завозили туда с мешком на голове. Я не видел. Единственное, я знал, когда переговаривались часовые. Это были первые ворота, они открылись точно так же, так, нараспашку. Я просто на слух знаю. Потом были вторые ворота, они тоже открылись нараспашку. Когда мы подъехали к другому блоку, спецблок, там ворота стали открываться тяжело, и вот чувствуется, что они поднимались вверх. То есть это летая дверь, она поднимается вверх. Я понял, что там вот, потому что вот когда машину на ремонт отдаете, вы видели, как поднимается там вот он этот, поднимает машину вверх. Ну вот примерно такой же звук, так и ворота поднимаются. Потом уже, когда я сидел в камере, я тоже так вот слышал, так, и я знаю, что это как раз была такая дверь. Потом по коридору меня тоже вели, и, значит, вели тоже с мешком на голове. И там сказали, что вот где вот ступеньки, потом открывается дверь одна, раз открылась, провели по коридору, потом подошли к другому коридору, там тоже открылась вторая дверь, и тут же рядом еще одна дверь, 2 двери там. Так. Потом провели, значит, по коридору и сняли мешок с головы. Вот. И я вижу с одной стороны сплошную стену, так, коридор, а с другой я вижу 4 двери, литые, абсолютно литые, так, и окошко там вот, куда, кормушка вот куда подают, и там тоже вот для замка место, так, замок, и на нем пломба. Вот, эту пломбу. И на стене написано «Открывать в присутствии 3 служб», то есть КГБ, МВД и прокуратуры. Никто не может открыть эту дверь, она открывается 1 раз в неделю, когда водят на, значит, купаться. И прогулка этим заканчивается. Туда же ты выносишь свою постель, так, и там же там вот, купаешься, и тут же бреешь сам себя на лысину и бороду, что ты там бреешь, и все. Вот. И когда тебя проводят, ты выходишь, оставляешь на солнышке свою постель. Вот там жарко было, меня забрали в августе, я не помню, 25 или 27-го. 27-го. Вот. А 25-го я уже вышел. 25 января, да? 25-го. Да, с Авадан-ДП меня уже... Полгода. Ровно Нет, полгода. 5 месяцев где-то, ну почти, да. Вот. И, значит, туда проходишь, в это время баня закрывается дверь, когда ты бежишь с руками сзади. Проходишь туда, там прогулочная, она тоже закрыта, сверху только сетка вот так вот, там солдат стоит. Пока ты там стоишь, эти заканчивают купаться, они проходят, забирают свою постель, забегают в камеру. Вот. Потом заводят уже нас, и в это время проходит следующая камера. Это была камера номер 4.
И мне этот Иса Мусаев говорит, теперь, говорит, только, говорит, один Аллах тебе поможет. Я говорю, я всегда на Аллаха рассчитывал. Вот. И запомни, говорит, фамилии у тебя нет, имени у тебя нет, говорит. В этой камере номер 4, твой номер 3. Обращаться только по номерам. Вот. Вытащили у меня в кармане сердечные были лекарства, там платок. Все это вытащили. Я говорю, у меня давление, я говорю, мне нужно сердечные. Не умрешь. В общем, я зашел, смотрю, там стоят люди. Они вот сейчас как здороваются с нашим президентом. Вы видели, как силовики здороваются? Но еще никто так не позорил туркмен. Я вот не стесняюсь этого, я смело могу это сказать. Вот хуже опозорить туркмен никто не мог. Эти люди будут защищать страну, если что. Вы видели, как они здороваются, как они приседают? Ведь туркмен в Средней Азии считался таким народом. Он даже здоровается смело, открыто, вот так двумя руками. Все. У нас даже женщина чадру не носила. Она носила яшмак, вот так вот закрывала. Но у нее при этом вот такой балдахин был, она вот так вот стояла. Этот народ превратился, я не знаю, в кого. А вы наших стариков видели, которые здороваются? Это же ужас. Разве так было? И зачем из этого народа делать вот такое жалкое подобие? Это что за подобострастие такое? Где такое есть? Мой отец преподавал ему. Разве он требовал от него такого? Там были и ректора, и все. Мы же выросли в другой стране. И та страна, которая была до того, я родом из того села, где жил хан туркменский, Нурберды-хан. И наше племя полегло в Гёктепе. Мы не из тех, которые оделись в женские одежды и прятались в тандырах. Я не их потомок. Но это же норма, это же этикет. Вот эти вот отношения, которые сейчас есть, они унизительны. Унизительны на самом деле туркмены не такие люди. Хуже унизить их нельзя. Это наше руководство. Понятно. Я бы ни слова не сказал бы, если бы я сам когда-нибудь так делал. Никогда. И мы были. И даже Ниязов этого не требовал. Хотя он тоже заставил потом целовать руки. И вот там вот в Авадан-Депе я зашел в камеру, смотрю, там стоят эти 2 человека. Один из них меня узнал. Ты же, говорит, туркмен Атлары, говорит. Я говорю, да. Ты помнишь, говорит, я вот там был там-то, там-то. Другой говорит, я был там. А я не могу узнать их. Это не люди. У них глаза там глубоко сидят. Морщин начинается вот отсюда, от виска. И вот так вот, складочками. Вы видели мою фотографию? Это через месяц после того... А я всего 5 месяцев там был. Это люди были уже 2-й год. Это люди, которые были 100-130 килограмм. У них и на груди тоже. Тут уже грудных мышц нету. Там что-то вот так вот есть, там ничего нету. И эти все вот гармошкой вот отсюда идет. Все, он весь вот такой сжатый, этот человек. Мы, говорит, вот только что покушали, говорит, попозже, говорит, там. Я пришел, посмотрел, что дали вечером. Дают в пластмассовых чашках, так? И ложка тоже это была пластмасса. То есть ты не можешь порезаться там. То есть одноразовая посуда? Не одноразовая, это многоразовая посуда. Ты должен поесть, вымыть холодной водой. Моется легко, потому что ни грамма жира там нет. Просто подставил под воду и все. Если есть, там вода была режимная, утром и вечером. Провел вот так вот, все смылось. Потом ты берешь, и там вот хлеб, он примерно по ширине вот такой вот. Ну да, вот такой вот ширины черный хлеб. Вот это каждому примерно дается. И мне они говорят, тут, говорят, баклажек мало. Вот они вот, которые баклажки вот там солдаты пьют, вот они им иногда дают в камере. И один из них говорит, говорит, вот я тебе дам 1 баклажку. Эта баклажка тебе для того, чтобы ты, пока нет воды, если в туалет пойдешь, чтобы привести себя в порядок, там, или еще руки вымыть, там, или еще там.
То есть между этим. Вот. Вот эти вот желтые баклажки, которые они между собой ценили, это моя баклажка, это потому что на общей зоне такого разговора нет. То есть, как бы бедно ни жил человек, вот до такой мелочности он не дойдет. Ты не трогай мою баклажку, мою трогай. А чем же кормили? Ну вот кормили, они вот эту вот пшеница, дробленка, они ее варят. Но там вот плавала вот эта вот одна луковица плавает, жира там нету. Вот. Но если бы кормили, наверное, люди... Я думаю, что там, в принципе, вот тогда вот, наверное, я думаю, что все-таки программа была такая, что особенно же... Потому что, когда я был в Шагале, там были все идеи. Там были вот люди, которым, ну, помогаешь, например, поехать на больничку. Он туберкулезник. Потом они приезжают, рассказывают, что там. И один из них мне рассказал, в 2003 или 2004 году из Авадан-ДП, говорит, пришло, говорит, 2 этапа. Это не политические, это просто были бедолаги. 2 этапа пришло, 9 и 17 человек. В течение 2 недель все умерли на больничке. Все. В крайней степени истощения. Вот это вот там зарабатывался имидж, чтобы люди боялись. Вообще ведь все построено на том, чтобы посеять вот этот вот тотальный страх. Люди должны бояться. Именно этого добиваются. И это видно же ведь. Это что вот это вот происходит? Там, в этой закрытой тюрьме, вы встречались с другими политическими заключенными? Да вы что? Вы что? Там, во-первых, стоит окно. Оно где-то вот такое вот, ну вот 70 на метр, да? Там вот такие вот эти решетки толщиной. И вот так вот стоит жалюзи. Там напрямую не видно ничего. Ты можешь вот так вот увидеть только звезды вечером. Вот так вот под углом. Ты напрямую ничего не увидишь. Мало того, когда я узнал, что Бердымухамедов президент, я, честно говоря, рассчитывал, у меня были с ним, ну не скажу дружеские, но хорошие. То есть в ДП вы даже не знали, что новый президент сменился? Да откуда мы могли знать? Там ни газет, ни книг, ни передач, ничего. Вот там, это же ведь абсолютно. Когда мы на Новый год поздравили наших надзирателей, он говорит, а вы откуда знаете, говорит, что вы Новый год? То есть они были абсолютно уверены, что мы как лунатики. Полностью потеряли счет. Но мы сидим, в этой же камере умер один руководитель. И мне долго не могли сказать этого они. Там был такой герой Туркменистана Гедай Ахмедов. Так он 2 дня лежал там, в этой камере после смерти Евнивыча. Я не знаю, похоронили его, не похоронили. А потом мне один из них намекнул, а потом уже они вместе мне рассказали, как он с сахарным диабетом там умирал. С сахарным диабетом умирал человек, ему никто не оказал помощь. Эти лекарства, когда мне нужны были лекарства, я просил, говорит, у нас уже когда мы знали, что уже что-то потеплело, что-то изменилось, так, даже тогда они говорят, у нас, говорит, только открылось, у нас еще фондов нет, у нас нет своих лекарств, вот то, что нам с Байрам Али. Да, кстати, когда меня хотели туда везти, я же обратился к этому Иса Мусаеву. Я говорю, можно вопрос? Он говорит, да. Я говорю, у меня общий режим, говорю. Это, говорю, особо строгий. На этот вопрос тебе, говорит, вот он ответит, показывает начальника тюрьмы. Он говорит, здесь особо строгий режим, заходи, много не разговаривай, а то есть еще и одиночки. Вот. Когда уже мы почувствовали, что, значит, что-то происходит, потому что 21 декабря над этим, значит, Авадан-ДП летает вертолет, огромный вертолет туда-сюда. А мы не поймем, он не просто вот там пролетел, он летит и снова над нами летает. Ну, это проявляют так усердие наши силовики. Хотя там люди ничего не знали, абсолютно. Вот. И когда меня уже вот там... А я все время выхожу, думаю, где же горы? Я не могу... А в тот день, когда нас повели, это была пятница, повели купаться, и снег выпал после снега, и я увидел... И мы были так рады, искупались, пришли, и пришел новый человек, и нам прислали, это, говорит, наш, говорит, новый руководитель, говорит, департамента исполнения наказаний. Я понял, что что-то, он говорит, кто Киаризов? Я говорю, я. Ну и как? Я говорю, ну, видите сами,
Хорошего мало, говорю. Вот. С 2002 года я пишу, я обращаюсь. Мало этого, у меня дети, например, моему сыну, когда гильды посадили, было 6 лет, дочери 7 месяцев, а сейчас, слава богу, сыну 20 лет, дочери 14 лет. И вот за эти годы мы все писали, мы добивались. Я брала детей, ходила по всем. И прокуратура, МВД, они меня все знают. Даже когда вот Савадан ДП, я же не имела никаких известий от мужа. И еженедельно я приезжала в департамент исполнения наказания. Я знала, что они смеются надо мной, они и смеялись нагло. Они мне отписки давали, что он в специализированном учреждении. А может быть, он у Ниязова там бегает в саду. Значит, они там, вот этих руководителей, мне так вот сказал сам начальник департамента, что «а чего ты беспокоишься? А может быть, он там у него во дворце, в саду бегает, а вот тебе не сообщают». Я говорю, ну вот, чтобы у вас так бегала ваша жена, я это им говорила в лицо. Или вы там в этом саду подрабатывали у него. Я вам это всем желаю испытать на собственной шкуре. И когда уже Ниязов умер, нам вот сообщили, что я приду приносить эту передачу, мне выкрикнули первый, что Киаризова, иди сюда, вот мы тебе, значит, даем эту передачу. То есть меня все знали, там, как говорится, от охранника и до начальства. За что очень даже, может быть, и не любили. Но мне и не нужна была, конечно, их любовь, мне нужно было освободить своего мужа. В 2007 году Гельды Киаризов выходит на свободу, словно в насмешку его освобождают на неделю раньше до окончания срока. Дома его ждет не только семья, но и уничтоженные конюшни и снесенный забор дома. Власти посчитали, что Киаризову собственный двор может показаться слишком большим после 6 лет камеры. Ему официально запретили заниматься коневодством, даже разговаривать на эту тему. Все телефоны прослушивались, слежка за домом велась постоянно. В итоге семья принимает решение переехать из Туркмении в Россию. Но так просто отпускать их не пожелали. Впереди были 9 лет борьбы за право выезда и серия нападений. Не только на Гельды, но и его родных. Пострадала его 14-летняя дочка, которой раздробили бедро, напали на сестру жены. Но даже когда после стольких мытарств удалось вырваться из Москвы, все не закончилось. Еще одно покушение ждало их уже в московском метро. Когда ты там, ты, конечно, вот под тем, что твоя семья вот в этом ужасном постоянном наблюдении, потому что у нас квартира так расположена, мы на 1-м этаже, и в последнее время у нас во дворе все, да, может быть, это красиво и там, я не знаю, прекрасно, но мы были под постоянным 24-часовом наблюдении Комитета национальной безопасности. Это ужасно, потому что это знают все соседи, все твои друзья, к тебе не прийти не могут, с тобой, как говорится, ненормально общаться не могут, потому что люди действительно боятся к тебе прийти домой. И когда небольшой там кто-то к тебе позвонил или там постучал в окно, ты сидишь и думаешь, ой, вот сейчас они придут, сейчас что-то должно случиться, потому что тебя предупреждают и среди родственников там приходят, говорят, да ты так не должен говорить, ты там должен туда, там не ходить, это не говорить, с тем не общаться. То есть на тебя, вот, а вы представляете, это с 2002 года. Как бы ты там, как говорится, может быть, ты и не боишься, но в любом случае на тебя же это психологически же давление идет. То есть я фактически, если так посмотреть, эти 5 месяцев, их можно было смело увеличивать на 3 и отпускать меня оттуда. Но он меня не отпустил. Человек, которого вы лично знали, с которым много общались, вас не отпускает. Он не только меня, он никого не отпустил. Мало того, есть такой случай, я вам расскажу, потому что я в курсе. После того, как значит, я уехал, через неделю всех остальных руководителей собрали, тоже отправили в Байрам-Али. И в числе них был вице-премьер. Это племянник бывшего министра торговли Агаханова, Халназара, Дёрт Кули, Айдогдеев. Ну, они оба вице-премьера друг друга знали, видимо. Он где-то нашел телефон и звонит ему. Слушай, мы долго здесь будем мучиться? Говорит, давай, да, что-нибудь там придумай. Он ложит трубку. Я говорю со слов. Но потому что произошло с Айдогдеевым дальше, можно с большой вероятностью допустить, что это правда. Его тут же берут и снова отправляют в Авадан ДП. И вот он прошлым летом он только умер. Умер, и его еще
привели, отдали домой и сказали, смотрите, чтобы много людей не собиралось. Этим занимается КГБ. Вот эти вот районы и прочее, они приходят, говорят, молчать. Но я говорю, потому что я и раньше не молчал. И не потому, что, убежав сюда, я храбрый. И я говорю, потому что и тогда в лицо мог сказать, и даже ему, когда мы разговаривали, когда мы были равны, и даже когда он стал вице-премьером. И у меня были к нему очень хорошие отношения. Я был уверен, что именно он меня на неделю раньше выпустил, что это его личные отношения. Но когда Юля пришла и рассказала, что сломали мой дом в Шоре, а потом стали ломать мою конюшню, я тоже не хотел верить. Я думал, это... Там был хозяин МНБ, Министерство национальной безопасности, Гельда Мухаммед, кажется. Я на него грешил. Только потом, когда снова конфисковали наших лошадей, только тогда мне все стало ясно. Но вот там, когда Юля это сделала, сразу же началась проверка. Я еще был на зоне, что как она взяла. Тогда, конечно, была, так сказать, полная уверенность в том, что она сможет отстоять, потому что весь набор документации там и так далее, все не было. Это если надо будет, она расскажет. Но в любом случае, уже тогда мне стало ясно, что особенно-то и не хотят, чтобы я занимался лошадьми. Ну и потом, когда уже отняли лошадей, вот, и Янардак-то в гербе, и когда ему готовили памятник, тут уже меня вызвали в МВД, работники 6-го отдела и, значит, КГБ, и взяли с меня расписку, что я не имею права разговаривать с коневодами, не имею права заниматься коневодством, и я расписываюсь в том, что отныне я не буду. На меня даже Александр Степанович Климук, вот старый, он немного на меня обиделся, опешил, потому что когда он мне позвонил, я ему сказал, Александр Степанович, вы пока не звоните мне. Он тут ребятам сказал. Вот. Потом я уже ему через других ребят передал, что я вынужден был дать такой. Потому что мне сказали, вот, Гельдага, вот сейчас 3:15. Отныне, если ты будешь разговаривать с каким-то коневодом, или подойдешь на какую-нибудь конюшню, уже без обиды. Но я понял, что там серьезные, так сказать, угрозы. Я говорю, а собаками можно заниматься? Он говорит, можно. Собаками занимайся. Ну, я и занялся собаками. Мне когда вы приняли решение окончательно эмигрировать из Туркмении? Так я же ведь пока, значит, мы хотели, ну, думаем, ладно, если не надо, то, значит, я тогда буду где-нибудь в другом месте жить. Можно же взять разрешение на временное проживание в России. Так, потом у них двойное гражданство, и ихние предки из России вот на восстановление медицины в Туркменистан приезжали, так. То есть у нас большая часть семьи имеет двойное гражданство, и мы, в принципе, рассчитывали, что нас. Но ее не выпускали. Потом мы стали снова, все законно так, но мы не успокоились. Они не выпускают, мы пишем, они дают ответ, мы это все переводим, нотариально заверяем и отправляем ребятам сюда. То есть нас нужно либо убивать, сажать, либо нужно выпускать. Взяли билет 5 декабря этого года. Вот мы пишем, нам отвечают, нам пишем. Тогда мы взяли билет и решили. Может быть, мы не очень нормальные, потому что это серьезное дело, это серьезная угроза. Так? И нас всех развернули, хотя дали паспорт. Зарубежный паспорт есть у всех. Мы сперва подали на паспорт. Так, потом, значит, я подал на разрешение на временное проживание, все. Все прошел, как положено, документы, и взяли мы билет, и нас развернули. Вам, говорит, запрещено выезжать. Я говорю, нельзя? Он говорит, нет. Ну, хорошо, пошел. Они расписались. Мы это все дело сфотографировали, опять нотариально заверили, опять передали сюда, в правозащитные организации. И мне там работник, значит, погранслужбы говорит, Яшули, ты же знаешь, говорит, что ты не выездной, говорит. Что ты опять берешь билет? Я говорю, ты знаешь? Он говорит, да. Я говорю, а твой министр почему не знает? Что же он мне не отвечает 3 месяца? Мы развернулись, обратно ушли. И вот тут начались наезды.
Мы продолжаем писать, они должны ответить. И потом вот эта вот настойчивость, видимо, заставляет нервировать. Я пошел, значит, вот зубами заниматься к одному человеку. А так-то я их всех знаю. Вот они как праздники бегают с этими телефонами, закрывают лицо. Работники МНБ. Или там двое стоят, здесь двое стоят. Вот как день скакуна, никто из зарубежных гостей не должен ко мне прийти. Это уже Туркмен-Атлары лично отвечает головой. Это министр, ну и, естественно, спецслужбы там и так далее. То есть они должны забыть обо мне, как о коневоде. Потом, значит, они бегают, я их знаю. А тут я шел, и вот вместо ответа мне, вот, значит, пришло такое. Я смотрю, кто-то один бежит вот так вот такой вот угол, а от этого метров 10 и здесь еще во двор можно зайти. Вот с другой стороны улицы пробегает парень и вот в телефон что-то кричит. Я понял, что это из них, потому что слишком показушно и такое громко. Я думаю, опять так вот работает. Но я-то по системе-то знаю немножко, я же был, 6 лет там был, я же знаю, как они примерно смотрят. И только я прошел вот этот вот поворот, который во двор, сюда, а из-за угла выходит один такой. Он на туркмена не похож, он такой вот азербайджанского плана. Такой небольшого росточка, но широкий. Я вижу спортивный парень такой. И он так вот качается и идет на меня. И он оттуда мне говорит: ты чё, там такой, что ли, весь? Ты самый наглый? Вот так вот, в этом типе. Вот. А я, ну, человек как идет? Вот метров за 5 ты взглядом смиряешь. Ну, идет человек. Ты немножко корректируешь свои движения. Осталось 3 метра, я смотрю, он опять в мою сторону идет. И я на него стою. И вот он мне говорит: ты чё, говорит, самый наглый, что ли? Ты чё, говорит, нормально ходи, ровно ходи мне. Я думал, ну он пьяный. А тут 60 градусов жары, это где-то 12 часов дня. Я говорю, а в чем дело? Вот. Подошел ближе, уже на этом расстоянии я запах должен чувствовать, если молодой парень такой, а его нету там. Краем глаза я увидел, что стоит тот парень, который туда забежал, здесь, во двор. Вот, я понял. Я говорю, а что вы ко мне пристаете? Сделал шаг в его сторону, потом резко ушел в сторону, вот так обошел. Испугаться я уже мог там дальше. Вначале я еще этого полностью не осознавал, но я понял, что теперь будет... Мы собираемся ехать, так? Ну, буквально за полчаса. Там где-то в 8 или в 9 вылет, а, значит, в 5 нужно быть в аэропорту. Ну, тут немножко вот это вот кутерьма, собираешься, и там наши вещи... Я взял такие вот клетчатые, есть вот простые, вот которые возят вот эти баулы, вот, челночники. Да, челночники возят. Вот туда мы положили вещи, и чтобы вот там не запаковывать, так я говорю, идите возьмите этот, как его, скотч. Ну, они пошли. И вот они выходят из нашего дома, и прямо вот так вот двухэтажное здание вдоль Кемене. И там стоит длинный трейлер, вот такой вот длинный, а сейчас вот с этой стройкой этот длинный трейлер стоит, и он им говорит, проходите вот так вот. Ну, может, спешила Лена или что, она решила проходить вот перед ним. Улица абсолютно свободная была. Вот они половину его только прошли, в это время сзади оттуда выезжает Камри, Toyota Camry, так, и прямо на них. Лена успела только отбросить Савейку, а сама она запуталась, видимо, она упала. Упала и сломала руку, она не знает, что она сломала. Испугалась она больше от того, что этот шофер на нее смотрел, подъехал вот так вот на нее, бампером, вот так вот, почти в лицо. Вот. Она уже лежала, говорит, думаю, умру. Вот. И он даже не смог уехать, вот так вот развернуться. Он прямо, вот так вот машину, он прямо назад подал, перегородил встречное движение, и только после этого смог развернуться. То есть там никаких сомнений, что это был вот такой вот, это, может быть, они хотели испугать, а может быть, хотели, чтобы были мелкие травмы какие-то. Я, во-первых, конечно, благодарен Создателю за то, что Он спас нас, так, и за то, что мы сумели выехать. Это многих просто повергло в шок. Вот так вот, чтобы мы все равно не пошли искать его родственников. Обычно что делают люди? Ищут его сестер. Имеется в виду Бердымухамед? Ну, конечно, его сестер. А вы знаете, даже мы знаем посольства, которые нам советовали, вот что люди так вот там и так далее. Мы знаем эти вещи. Никуда мы не пошли.
и ни с кем мы разговаривать не стали, мы так и остались, мы просто сидели и терпели. Но в любом случае ситуация на сегодня сложилась каким образом? Во-первых, главный стимул – это, конечно, экономические проблемы Туркменистана. Любой человек, который имеет хоть какое-то маломальски правильное представление о том, что происходит на этом пространстве, вот постсоветском пространстве, он понимает, что отношения с Россией плохие. С Казахстаном они тоже плохие. С Ираном тоже не очень хорошие, и Китай требует вернуть долги. Для этого был, так сказать, вектор был развернут в другую сторону. Это Западная Европа и Америка. Но при всем при том, как бы он ни развернулся, они говорят: дорогой мой, тут вот существует такая программа, покажите их живыми. Для того, чтобы твои интересы каким-то образом объяснить людям, потому что люди живут по другим законам. Надо же что-то сделать. Ты что, приехал тогда, значит, сказал, что вот ты молодой президент. Ты опять молодой президент? Ну, мне не смешно, честно. Понятно. Вот. Я думаю, что нас просто бросили как кость, вот так вот. Скорее всего, потому что... Вы стали разменной монетой, да, что да, демократия все-таки есть. Хоть ну вот он сидел в Адам-Депе. А теперь выпущен. Да, вот теперь он выехал вместе с семьей. И сидит в Москве. И сидит, да, вот в Москве еще он хает вот этот вот цветущий край. И такого прекрасного... Да, только за месяц до этого интервью, вот до сегодняшнего дня, на вас напали еще и в Москве, в метро Царицын. Мы теперь едем, у нас есть друзья. Они ашхабадские, русская семья. Мы к ним едем. Не буду называть, ну, в той стране, в общем. Вот. Мы к ним едем. Метро Царицын. А я уже дней за 5, я ей говорю: Юля, нас ведут здесь. Причем ребята не туркмены. Либо казахи, либо киргизы. Я допускаю, что это могут быть те, которые переселились у нас, так? Но, возможно, как-то они совместно сотрудничают. Мы, когда зашли на Беговую, с этой стороны стоял, значит, парень, казах. А уже потом это входит в твою привычку. Ты смотришь не на тех, кто на тебя смотрит, а на тех, кто делает вид, что он на тебя не смотрит. То есть это опыт лагерной жизни. Да. Я говорю: вон он. Мы прошли только, и я сделал вид, что я завязываю шнурок, показал Юле. Она говорит: да. Там стояло 3 русские женщины и еще парень. Мы пошли, и потом смотрим, кто за нами потихонечку идет. Потом по ходу к нам подцепили 2 русских ребят. А так она же ведь физиономия. Человек, когда беспокоится, его же видно. И у них такие яркие куртки. Одна зеленая такая, а одна синяя. Так? Прям яркие они, как попугаи, их видно. Я еще удивился, думаю, да не так вроде бы и холодно, вот там они в таких этих. Вот они пришли, вот так вот сели, мы сидим, значит, едем в вагоне. Они подошли, я посмотрел, парень, значит, взял, отошел туда, к двери. И вот они там и простояли, пока мы вышли на Царицына. Мы встали выходить, и они вышли. Все, они были просто сигнальщиками. Их было видно издалеко, было видно, что они вышли. Значит, и мы вышли. Но там я не ожидал. То есть, в принципе, я человек настороженный, я это все вижу, я это смотрю. И там я не ожидал, потому что везде камеры. И вот эта вот эскалаторная лестница, она может метров 15 всего. И я первый стою с Арикиным вещами, у меня здесь сумка. За мной стоит Юля с ребенком, она повернута лицом к моей дочери Софии. Ниже Дианы и там Лена. Ну, вот так вот, а мимо-то люди проходят. И уже вот там, вот когда вот мы встали и начали идти, вот мимо пробегают люди. Но их много же пробегает. Кто-то спешит, пробегает. Да, человека 3-4, вот так цепочкой. Там, только там один, и то он, не скажу, что туркмен, он опять больше похож на азербайджанца. Вот. И он, значит, говорит, он мне по-туркменски сказал: тебе же сказали, что она там раскрыла, говорит, свой этот. Вот. Он сказал грубо. Вот. Я тоже не ожидал. Юля уже на слове Варшава повернулась, говорит: что, говорит, Гильды? Я тоже ответил, но он мне локтем ударил сюда, под эту сумку. Но эта сумка у меня здесь, она самортизировала. Он мне ударил под ребро. Локтем просто ударил.
В дни накануне записи интервью в Центральную Азию прибывал госсекретарь США Джон Керри. Многие правозащитные организации Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана обратились к нему, чтобы он надавил на местные режимы в сфере соблюдения прав человека. Не остался в стороне и Гильдыке Ризов с супругой Юлией Серебряник. Они надеются, что обращение будет услышано накануне встречи Гурбангулы Бердымухамедова и Джона Керри. Тем более, что США, по некоторым данным, планируют возведение в Туркмении новой центральноазиатской военной базы. Если бы могли сейчас обратиться к Джону Керри, о чем бы попросили, чтобы он о чем бы поговорил с Бердымухамедовым? Но я вот, обращаясь к нему, к Джону Керри, я бы сказал, я ничего не соврал. Все, что я говорю, правда. И это не все. Есть люди, которые умерли. Вот они говорят показать живыми. Вряд ли они. Я не хочу быть плохим вещуном, темным вещуном. Но вряд ли они покажут этих людей. Просто сейчас здесь действует принцип. Либо Ишак умрет, либо Падишах умрет. Они поэтому тянут. И то же самое я хочу сказать своему президенту, нашему Гурбангулы Бердымухамедову. Не надо людей держать. Отпускать надо людей. И тогда легче будет жить. С этими людьми нельзя разговаривать как-то, мне кажется, дипломатично или идти на какие-то там, думать, что они пойдут на какие-то уступки. С ними надо разговаривать так, как положено разговаривать. Если он отвечает, он президент страны, он должен отвечать за свой народ. А не так, что люди должны там гнить, должны умирать, должны присылаться эти гробы или еще что-то. С него нужно требовать. И я думаю, что если будут требовать, то все изменится. Не такой уж он и всесильный. Но вот вы допускаете, что будут еще новые нападения? Но вот Например, за это интервью? За это интервью, конечно, могут быть. Конечно, могут быть. Понятно. В Туркменистан не планируете? Нет, конечно. А что мне там делать? То есть теперь для вас родина закрыта? Закрыто. Известно... Но я все равно люблю, я люблю и родину свою люблю, и народ, и культуру свою люблю, конечно. Вот. Но я не буду там сейчас, потому что это связано потом с проблемами для всех остальных. Понятно. Да, и, конечно, там сейчас начнутся эти наезды. Вот. Но у вас там родственники остались? Остались родственники, конечно. Но и у него есть родственники. И у них у всех есть родственники. И любая чашка рано или поздно наполняется. И отвечать придется. Мы терпели и терпим. Заставить терпеть, будем терпеть снова. Но за все всегда надо отвечать. Нет такого.